Всем привет, друзья! Здравствуйте! Сегодня у нас такое видео шиворот на выворот, так сказать. Вот у меня на столе сочники. Классические сочники с творогом. И как мы эти сочники готовили, с Катериной готовили, с дочкой готовили. И Катерина мне предложила такой: давай, говорит, папа, поменяем немножко формат. Говорит, заснимем, чтобы лишней болтовни у тебя не было, а то многие ругают за болтовню, да. Говорит, а потом озвучим, и все будет красивенько и коротко, и все понятно. Но, друзья, я хочу все равно, прежде чем попробовать эти сочни, у нас Рождество. У нас Рождество, у православных Рождество, и всех православных христиан поздравляю с этим праздником Рождества Христова. Желаю счастья семейного, домашнего уюта, чтобы в вашем доме всегда был мир, в вашем сердце, чтобы всегда был мир, в душе был мир и во всем мире был мир. Как говорится, всего самого, только самого хорошего желаю вам, дорогие мои. Вот так. А сейчас я буду пробовать эти сочники. Знаете, они очень вкусные. По аромату. Настоящие. Домашние. Вкусные. Смотри, сейчас вот, Катя, поснимай, пожалуйста. Какие они, смотри, как они рыхленькие, мягенькие. Вообще. Много творога. Смотрите. Они очень мягкие. Тесто такое рыхленькое, мягенькое. Замечательно. Ну и, собственно говоря, как и обещал, впереди небольшой такой ролик, буквально пару минут, как вот эти такие вкусняшки сделала Катюша к Рождеству. Пускай это будет у нас такое рождественское угощение. Ну, на Рождество всегда там пекут что-нибудь из творога и все такое. Конечно же, и другие блюда будут на столе. Но вот это к чаю, как раз с утра, я вам рекомендую. Очень просто и очень вкусно. Все. Приятного просмотра. Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала. Меня зовут Катя, и сегодня мы будем готовить сочники с творогом по классическому рецепту. Сочники будут очень вкусные, ароматные, с прекрасной начинкой. Тесто будет рассыпчатое и нежное. Эта выпечка напоминает мне детство и Рождество, когда на улице стоят трескучие морозы, а в доме тепло и пахнет ароматной маминой выпечкой. Для нашего теста берем 320 грамм просеянной муки и добавляем 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Ненадолго отложим нашу замесочную миску. Берем 3 столовые ложки сметаны, добавляем сахарный песок 100 грамм, 1 яйцо куриное, добавляем на кончике ложки ванилин, соль примерно 1/3 часть чайной ложки, перемешиваем, пока сахар не растворится. Далее нам нужно 100 грамм сливочного масла. Масло должно быть мягким. Немного взбиваем это масло миксером до состояния крема. И выливаем в это масло яично-сметанную заливку. И продолжаем работать миксером минутки 2.
Теперь соединяем две составляющие нашего теста. И перемешиваем до однородного состояния. Здесь такой момент, что сильно месить это тесто не надо. От этого будет зависеть, насколько тесто будет рассыпчатым. Перекладываем наше тесто на стол, придаем более круглую форму, укрываем пленкой и откладываем в сторонку. Пока наше тесто отдыхает, мы приготовим начинку. В 150 грамм творога добавляем столовую ложку сметаны, 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку сахарного песка. Немного поработаем вилочкой. И добавим белок 1 куриного яйца. Желток используем чуть попозже. Это все дело мы перемешиваем, и наша начинка готова. Теперь берем тесто для наших сочников, раскатываем при помощи скалки примерно на толщину 4-5 мм. Затем вырезаем или специальной вырезкой, или же, как в нашем примере, что подошло для этого, тем и вырезали. Кружочки диаметром примерно 9 сантиметров. На каждый кружочек выкладываем начинку и ровненько распределяем. Складываем наши кружочки пополам и выкладываем на противень. Предварительно на противень положили бумагу для запекания. Берем отложенный нами желток и смешиваем с ложечкой молока. Затем смазываем нашу выпечку этой смесью. Между тем у нас согрелась духовка на 200 градусов. Вот такие красавцы у нас получились. Они уже красивенькие и ждут не дождутся, чтобы зарумяниться. Отправляем наши сочники в духовку на 20 минут. Конечно же, в процессе выпекания следим за их состоянием. Время 20 минут прошло, и мы вытаскиваем наши сочники. И посмотрите, какие они румяные и так аппетитно смотрятся, а по всему дому разносится изумительный аромат домашней выпечки. Немного припудрим наших красавцев сахарной пудрой и подаем на стол. Я считаю, что сочники с творогом получились на отлично. Приятно вам повторить этот рецепт и угостить своих родных и друзей. Всем пока! До новых видео на нашем канале. Ну вот и угостились такими вкусными сочниками. Сочниками из творога. Очень вкусно Катюша сделала. Я
очень доволен, и мама будет довольна, она с работы придет, очень будет довольна, такие вкусненькие. И главное, очень тесто такое получилось вообще не жесткое, не плотное, такое рыхленькое тесто, как раз что надо такой выпечке. И творог, и начинка не вытекла ничего, с мукой немножко творог перемешали. Отлично все. Отлично все. И попрошу поставить много нравишек моей Катюше, доченьке. Вот. Спасибо большое, конечно, ей за такое угощение. Ну, все. Еще раз поздравляю, друзья. Таким, вот это короткое видео такое получилось. Ну, расскажите, вот такой формат понравился вам или нет? Коротко и ясно показать рецепт. Я вот так тоже подумал, может вам показать там рецепт очень коротко, а потом с вами поговорить, пообщаться просто так. Кому там не интересно, могут пропустить, а рецепт будет, кому интересен сам именно вот чисто рецепт, он будет очень мало отнимать у зрителей. Такой компромисс я пытаюсь найти такой компромисс между мной и зрителями. Вот. Короче говоря, экспериментировать это всегда плюс. Вот. Ну что, всем пока, спасибо, что смотрели, готовьте эту выпечку как раз и празднуйте Рождество Христово. Всем пока, всем удачи, добрых вам рассветов, друзья.